Здравствуйте, уважаемые члены комиссии и участники 10-й Республиканской научно-практической конференции «Науки юношей питают», посвященной столетию образования Якутской АССР. Меня зовут Афанасьев Роман Васильевич, и я хочу рассказать вам о моем земляке Простепанова Ивана Дмитриевича, участнике Афганской войны. Война не забывается никогда, она всегда снится тем, кто ее пережил. Но это не значит, что мы, не увидев ее, имеем право забыть. Мы живем для того, чтобы предотвратить последующие войны и позаботиться о наших стареньких спасителях. Война – тяжелое слово и тяжелое время. Любой может сказать определение этого слова, но только тот, кто видел войну и ее последствия, смогут сказать, что же такое настоящая война. Афганская война – это военный конфликт на территории Демократической Республики Афганистан. Сама война длилась с 1979 по 1989 год. За время войны в Афганистане в военных действиях приняли участие более 600 тысяч человек. Из них 15 тысяч человек погибли, 53 тысячи человек получили ранения. По возвращению на родину у многих наблюдалось нарушение психики, так называемый афганский синдром. И я лично встретился с Иваном Дмитриевичем и узнал его биографию и как он принимал участие в афганской войне. Он родился 27 октября 1965 года в селе Мая, в многодетной семье, 9-м ребенком. Отец работал в профкомбинате столяром, мать по инвалидности сидела дома. В 1,5 года Ивана отдали родной сестре отца в Павловск. Он там воспитывался и учился, окончил школу без троек. Он принимал участие во всех олимпиадах, любил заниматься спортом, особенно любил туризм и ориентирование. Сразу после школы поступил в Томский университет на юриста, но через неделю вернулся. Не судьба, видать. И приехал обратно и работал в совхозе. В ноябре 1983 года он ушел в армию. Сначала попал в Чепку, город Чита, танковый полк наводчиком, потом в Нижнеудинск. Приезжал в отпуск на хорошую службу. До армии про Афганистан он ничего не знал. Потом дивизию расформировали, и Иван попал в Гусиноозерск. И объявили набор в Афганистан. Он написал заявление, и из 400 человек набрали только 50. И отправили в Ташкент. Якутов было 3. Кузьмин Валера из Чурапчи, Тимофеев Петр из Вилюйска и Иван Дмитриевич. Потом в пересылка в Кабуле Петр попал в другую часть, а Иван с Валерием в Чарикар, саперную учебку. Там они находились до января 1985 года. Потом попал в батальон спецназ под Кандагаром. Батальон зашел в Афганистан осенью 1984 года, только обустраивался. Жили в палатках. Летом переехали в Водоль, но он сгорел. Роты ходили на засады, и на саперов брали по 2-4 человека. Забрасывали на вертушках или на броне. В основном ставили мины на правильное действие на караванных тропах, днем скрывались, а ночью делали переходы. 17 июня сами попали под засаду. Этот день запомнился потому, что именно этого числа родилась вторая дочь Сардана. Также, наверное, из-за того, что получил ранение осколками от гранатомета. Били с обеих сторон дороги. Хорошо, что поблизости были сарандойцы. Они спасли. Он 2 раза ездил наводчиком БТР на сопровождении колонны до Шинданта. Домой писал о погоде, о городе, о стране, но про войну ничего не писал. И Иван сам получал много писем, даже завидовали. В ноябре дембельнулся и сразу пошел работать в совхоз рабочим. В 1987 год поступил на педагогический факультет ИГУ. После окончания учебы 3 года работал в Мае, потом переехал в Павловск. До сих пор работает учителем труда. Женился еще студентом, жена Нина Михайловна, родом из Усарданского улуса, тоже из многодетной семьи. Вырастили 2 дочерей, оба сейчас работают в Якутске. Самое яркое впечатление в жизни Ивана Дмитриевича – это рождение его внуков.
И мнения об итогах афганской войны расходятся. Лично мое мнение – это то, что не было никакой необходимости вводить войска в Афганистан и подвергать смертельной опасности стольких военных парней. В память об этой войне снято много фильмов, написано книг и песен. Во многих городах установлены памятники и мемориалы погибшим. В заключение хочется сказать, что война в Афганистане продемонстрировала лучшие качества советских воинов: товарищество, взаимопомощь, храбрость, героизм, глубокое чувство патриотизма. Мы узнали и изучили биографию участника афганской войны Степанова Ивана Дмитриевича. И мы гордимся тем, что в нашем вузе есть такие люди. Спасибо за внимание.